каждым годом в Галском районе все больше внимания уделяется уходу за цитрусовыми садами. Местные фермеры активно внедряют современные методы обработки, используют органические удобрения и системы капельного орошения. Эти меры не только способствуют сохранению плодородия почв, но и заметно повышают урожайность, а также качество фруктов. По словам главного агронома районного управления сельского хозяйства Лери Шони, в этом году погода благоприятствовала садоводам. Весна и лето выдались умеренно теплыми и влажными, без сильных штормов и засух. Урожай в этом году особенно хороший, деревья обильно плодоносят, а качество мандаринов радует и фермеров, и покупателей, отмечает он. Если взять в целом в районе, в этом году урожай цитруса чуть меньше, чем в прошлом году. Но в целом, если говорить, да, урожай неплохой, люди вовремя его обработали, качество хорошее. Мы помогаем лекарствам, если кто-то обращается к нам, если есть у нас такая возможность, мы, естественно, выделяем то, что у нас есть. То, что нам выдает Министерство сельского хозяйства, мы имеем в складах, и вот если кто-то обращается, мы выделяем. А все агротехнические мероприятия люди проводят, естественно, сами. А реализация – это рынок. Рынок диктует. Сегодня мы диктовать не можем. Почему? Потому что государственные цены устанавливаются, но это предел, чтобы меньше не продавали люди, но в основном диктует рынок. Какие цены будут на рынке, все зависит от этого. Хотя основная часть урожая традиционно предназначена для внутреннего рынка, все больше фермеров рассматривает возможность экспорта за пределы региона. Если им нужна справка от нас, какая, что у них там мандарина растет, тогда мы можем в этом случае помочь. А во всех остальных случаях они сами вывозят. Почему? Потому что есть на рынке, то есть уже на границе это все, эти фирмы созданы, они через эти фирмы вывозят, платят, по-моему, если уже, ну, в этом году, по-моему, уже 9 рублей за килограмм, это уже хорошо, это радует. Почему? Потому что было 11, 13, 14, разные года были разные цены, но в этом году меньше. 9 рублей за килограмм платят на границе и проходят без проблем, никаких проблем нету. Пришли, оформили и вывезли. Это я имею в виду сейчас тех людей, которые вывозят за пределы Республики Абхазия. А так у нас в районе, вот здесь у нас на канале есть маленький рынок, люди привозят, продают. У нас в Щап есть еще такой же рынок. По оценкам специалистов, пик сбора урожая придется на первую половину ноября и продлится примерно до конца месяца. Однако массовый сбор мандаринов пока не начался. На прилавках можно увидеть только ранние сорта, и в этом сезоне их немного. Те фермеры, кто успел собрать первые плоды, уже реализовали их по выгодной цене. Пока урожая немного, но цены хорошие, говорит Лери Шони. Основная работа начнется в ближайшие недели, когда начнут созревать основные сорта. У нас в основном сезон начался для ранних мандарин, то есть это сентябрьские сорта, но их у нас в районе пока очень мало. Ну, не скажу, что мало, но пока вот, как вам объяснить, ну, посадили его в основном 20-й, 21-й, 22-й, 23-й года, после 20-х. Годов пошли вот посадки сентябрьских сортов, мы года через 2-3 уже будем иметь результат. Но пока говорить, что у нас сентябрьский сорт там за 1000 тонн, конечно, не приходится говорить. А так у нас в районе до 3-3,5 тонн цитрусовых ожидается в этом году. Ну, я бы сказал больше, что в этом году цена неплохая. За сентябрьский сорт от 100 рублей и выше дает, но сейчас уже цена падает, так как уже мандарины, цитрусовые пошли в сборы, то есть массовый сбор, когда пойдет, естественно, цена будет падать. Но я думаю, все равно 50-60 рублей будет держаться. Таким образом, текущий сезон обещает быть успешным. Благоприятные погодные условия, внимательный уход за садами и растущий интерес к местной продукции делают цитрусовые одним из самых узнаваемых и востребованных брендов нашей республики. Тея Басария, Борис Цацу, Александр Хуторов, Гал Медиа.